Рашид Баранович, вы начните, пожалуйста, расскажите о самом событии, о происшествии и о принимаемых мерах. Владимир Ильич, 22:30 поступил сигнал о том, что в Республике Ингушетия произошло нападение на центральный аппарат Министерства внутренних дел Республики Ингушетия. Одновременно были нанесены огневые поражения непосредственно еще по 8 точкам. Это, по сути дела, 6 объектов Министерства внутренних дел, районные звенья. Подвергся обстрелу бывшее здание Управления Федеральной службы безопасности, пограничный отряд и мотострелковое подразделение Министерства обороны. Сразу были подняты по тревоге силы, которые позволили нам в первую очередь сразу оценить оперативную обстановку. Оперативная обстановка осложнялась тем, что, по сути дела, боевики использовали эффект одновременности и, по сути дела, отрезали все ведущие дороги к центру города Назрани. Поэтому силы, которые были приданы в первом эшелоне, которые были сразу отмобилизованы и непосредственно были выдвинуты в район накопления и дальнейшего использования как по нарастающей войсковой составляющей, были определены в 2 этапа. Это первый этап непосредственно центрального аппарата Министерства внутренних дел и из Ханкалы. А также были подняты непосредственно боевой готовности и подразделения, дислоцирующие в городе Владикавказе. Сразу же был развернут оперативный штаб Министерства внутренних дел. Региональный штаб тоже был развернут непосредственно в Владикавказе, который оценивал складывающую ситуацию непосредственно в городе Назрани. Учитывая то, что уже было темное время суток, и боевые действия практически были локализованы только в отношении непосредственных объектов, именно те, которые я сказал, я считаю, что подразделения выполнили свою поставленную задачу, ни один объект боевики не взяли. При этом, если говорить о Министерстве внутренних дел, то Министерство внутренних дел Центрального аппарата Республики Ингушетия 15 сотрудников почти что 6 часов защищали свое здание. Боевики попытались проникнуть для того, чтобы освободить и проникнуть в следственный изолятор. По накоплению где-то у нас там порядка 50 следственно арестованных. Помимо этого были предприняты массированные обстрелы непосредственно и районных звеньев. Не удалось им войти в изолятор? Нет. Были все попытки непосредственно боевиков отбиты. Единственное из всех строений, которое пострадало, это РОВД Назрановского района, потому что здание деревянное, по сути дела, оно было подожжено непосредственно использованием, будем говорить, гранатометов и других средств поражения. Было принято решение, что необходимо проводить доразведку и подтягиваться непосредственно к основным точкам для того, чтобы оказать помощь нашим сотрудникам, которые держали неравный бой. Учитывая то, что доразведка была проведена по линии Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел, разведподразделения были стянуты к основным направлениям, непосредственно ведущим в зону активности. Помимо этого было принято и условие для десантирования ОМОНа непосредственно для того, чтобы защитить президентский дворец и непосредственно оказать помощь нашим военнослужащим. По состоянию на 7:20 идет с этого времени прочесывание и преследование преступников. Короче, они постреляли и начали разбегаться, да? Так точно. Известно направление их отхода? Владимир Ильич, известное направление, в котором они сконцентрировались и начинают рассредоточие, это Асиновское ущелье. Это те направления, которые позволяют им уйти непосредственно через горную часть в Бамут, Чеченскую республику, а также вдоль урочища Асиновского ущелья уйти и попытаться и в Грузию. То есть никаких попыток вступить в бой, столкновения с теми частями, которые начали подходить, они даже не предпринимали, сразу начали попытки скрыться, да? Так точно, да. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье за терроризм. Мой заместитель вместе со следственной группой находится на месте. Проводятся первоначальные следственные действия. Силы мы укрепили этот регион в настоящее время. К сожалению, в ходе нападения погибло 5 сотрудников прокуратуры. В настоящее время всем обеспечены для проведения следственных действий наши работники. Практически все действия преступные были направлены против правоохранительных органов. Да. Даже в процессе фильтрации получилось так, что если они находили среди тех же самых задержанных сотрудников внутренних дел, то они не церемонились. Нужно искать и уничтожать. Есть. Кого можно взять, значит, нужно взять.
живыми и предать суду.